В 2019 году, когда Махмуд Али Калиматов возглавил веренный ему регион, он начинает детальное изучение тех вопросов в республике, которые к тому моменту требовали срочных решений. Пожалуй, самым важным для республики было решить наболевший, сложившийся десятилетиями вопрос с водоснабжением. На одном из инспекционных выездов глава Ингушетии поручает в ближайшее время собрать информацию по состоянию водопроводных сетей по всему региону и составить проектную документацию по обновлению хозяйственных объектов. Жизненная необходимость вода. А без воды не переживут, дети не переживут. Бахтынах не переживут. Да, уходишь ведрами, что ли, таскать? Сейчас надо объехать, все, посмотреть. Мы должны экономно все подойти. Дишер, ади дезбу. Ну, аз дадан хамди. Лурыдеш. Вот воровать сидите, прямо вам говорю. Вот просто делайте. Сейбул асхабиб бушо, шейбул ошхабой. Ему хамди просто нах, дух охватывать до проблемы. Мы ее должны сообща решать. Когда начали изучать ситуацию, проблемы начали появляться одна за другой. Во-первых, рельеф. Чтобы поднять воду, нужно было тратить огромную электроэнергию. Вторая проблема. Становится ясно, что в регионе 80% изношенных труб. Поднять давление невозможно. Ежедневно происходят порывы. Чем больше давления, тем больше аварий на участках. Махмуд Али Калиматов понимает, что оставлять людей без жизненно важного ресурса нельзя. К тому моменту во многих населенных пунктах региона складывалась тяжелая ситуация, особенно в летнее время, когда расход увеличивается в разы. Люди пишут везде в соцсетях, глава Хидай. Понятно, что этой воды ее просто физически не было. Потому что потребление в день воды в республике составляло 104 тысячи кубометров. На тот момент мы добывали 70. Но эта вода шла из-под земли. И самое, что еще печальное, мы половину этой воды теряли на транспортировке. Трубы гнилые, рельеф местности такой, что очень много приходится работать мотором, поднимать воду через горы, поэтому очень были большие расходы. Махмуд Али Калиматов сам лично выезжает в сельские поселения, чтобы на месте оценить текущую ситуацию. Проводит срочные совещания с руководителями министерств, главами сельских поселений, на которых дает поручение сделать все возможное, чтобы дать людям воду, решить проблему. Никто из жителей не должен испытывать такие трудности. В Ингушетии бурят новые скважины, строят водозаборы, устраняют аварии на линии. По поручению Махмуда Али Калиматова закупают новые водовозки и поадресно начинают подвозить воду в сельские поселения, где ее остро не хватает. Первые годы работы главе пришлось закупить 15 водовозок. И мы возили старым дедовским способом, тупо возили в те районы, где не хватает воды. У нас была рабочая группа, вечером составлялась заявка, куда завтра поедет вода. Поэтому мы хотя бы и этим сбили напряжение, накал, особенно в летние периоды. И мы вышли из этой ситуации. Да, было тяжело, но во всяком случае не смертельно. Мы закрывали эти позиции. Проводимая работа хоть как-то на время облегчает проблему и немного разрешает сложившуюся ситуацию с водой. Действительно, все это помогло снять напряжение в обществе. Но республике жизненно необходимо было решить в корне вопрос. Создать такой проект, который рассчитан на будущее и впервые за годы существования Ингушетии поможет жителям получить качественную воду и чистую. Махмуд Али Калиматов, понимая эту необходимость, обращается к президенту Владимиру Путину. Пришли с проблемой воды. Это как на Кавказе. И водоотведение. И сейчас анализ сделали, мы довели, у нас не республики был, а Совет Федерации, там они вошли, эти вопросы, которые на комитетах их 2 дня обсуждали. Минстрой, конечно, спрашивает, рост строительства, но реально, если у нас не будет, понятно, водоотведения, а там только в Магасе и в Назране, немножко в Малгобеке. И то это очень устаревшие вещи. А другие, Сунжи образованы, Карабулак, они вообще их не имеют. То есть эти вещи, если не сделать, то, понимаете, да?
Каждый выезд главы в федеральный центр – это общение с профильными министрами. Встречи, письма, и в какой-то момент Махмуд Али Калиматов получает ответ. В Ингушетии будут строить водозабор. Правда, реализацию проекта начнут только в 2030 году. Конечно, региону, где остро стоит вопрос с нехваткой воды, такой план не подходил. И глава продолжает добиваться того, чтобы сроки передвинули. Важно, чтобы водозабор завершили уже к 2030 году. За 5 лет работы проект полностью смогут воплотить в жизнь. И это Махмуд Али Калиматов, благодаря личной заинтересованности, смог донести до федерального центра. По водозабору Асинской, потому что, естественно, вода тоже там проблема. Также у нас проект теперь сделан, и экспертиза есть, и у нас на проект на пол до Малгобека, там, то есть километров 80, ну, скажем, 45-50 мы это сделали. То есть, ввиду того, что, как я вам объяснил, у нас меры бюджетного принуждения, но мы во все программы, и у нас в программы, и нам правительство помогает, и мы в эти программы входим и все-таки делаем для улучшения жизни, деятельности людей все, что можем. Один из приемов президентом нашей страны, Путина Владимиром Владимировичем, Махмуд Али Калиматов взял единственное письмо, он все время ходил 5-6 просьб, сказал, вот это самая большая проблема в нашей республике. Если мы ее не решим, ну, у нас будут и социальные взрывы, и недовольство людей, и дальше даже вот отравление, потому что ее нет, качественной воды нет. И Владимирович тогда помог, он наложил резолюцию для Министерства строительства, для Министерства финансов, пожалуй, самое главное. И затем еще была долгая работа формирования этой программы, как ее занести в бюджет страны. Ведь программа на тот момент насчитывала себя 7 миллиардов, но это 5 лет назад. Из бюджета страны это очень сложно все было, поэтому глава ходил и на заседания Государственной Думы, и встречался с руководителем бюджетного комитета Макаровым. И, понимаете, вот эти все постоянные, наверное, как это, вода камень точит, привели к тому, что нас сначала включили в бюджет 30-го года, потом мы начали просить передвинуть влево, 29-й, потом 27-й. Но в итоге вот в том году глава добился того, что нас включили в бюджет уже 25-го года. Первый этап проекта 25 ноября этого года торжественно запустил Махмуд Али Калиматов. Капсула по строительству долгожданного Асинского водозабора заложена, а это значит, что начало положено. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Вот мы заложили капсулу по строительству этого стратегического объекта. Асинский водозабор – это самый главный инфраструктурный проект региона. Это историческая, судьбоносная программа, которая призвана изменить жизнь тысячи человек нашей республики. То, чего так ждали все эти годы, надеялись и верили. Глава Ингушетии с первых дней работы на посту руководителя региона старался воплотить проект в реальность. Безусловно, это реализация его личное достижение, огромная поддержка федерального центра, стопроцентное понимание ситуации президентом России Владимиром Путиным. Глава региона поблагодарил президента, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя правительства Михаила Мишустина за внимание к острым вопросам республики. С первого дня, как меня президент России сюда направил, куда бы я ни поехал, говорили, глава ХИДа, на 5 лет заложено около 12 миллиардов денег. Каждому, чтобы у нас была вода. И эта ответственность, конечно, правительства, подрядчика, и я больше скажу, наверное, контроль и народный должен быть. Хотел бы, чтобы вы понимали, Пришера Бог Баир. Это очень серьезно. Я вам скажу, это очень глобальный проект для нашей республики. 12 миллиардов, Ачалила, Хадейта. Ну, мы поэтапно будем. В этом году там выделили около 200 миллионов. И 26-й, 27-й мы пойдем потихоньку. И к 30-му году должны окончить и закончить строительство нашего водозабора.
Строительство водозабора – первый этап комплексной модернизации системы водоснабжения республики. Впереди большой объем работ. Возведение водозаборного узла, прокладка около 90 километров нового водовода, замена аварийных участков, строительство резервуаров и гидравлических компенсаторов. На первом этапе за счет средств, выделенных в 2025-2027 годы, планируется строительство самого водозабора и замену наиболее аварийных опасных участков существующего водовода Сунжа-Карбулак-Молгобек. Это более 19 километров ветхой трубы, что позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением населения Молгобекского района до ввода объекта в эксплуатацию. Ветка протянется от селения Алкун и охватит те населенные пункты, в которых сейчас испытывают проблемы с нехваткой воды. Получили первый транш, 1 миллиард 990 миллионов. Он уже законтрактован. Мы уже начинаем вести предварительные работы. И была заложена символическая капсула начала строительства такого огромного сооружения. Усилия Махмуда Али Калиматова, доведение остроты проблемы до федерального уровня, его четкая позиция и понимание всей ответственности за будущее региона, тот путь, который он начал по развитию и созиданию республики, позволили дать старт строительству Асинского водозабора, не давая проекту простаивать до 2030 года. С этого момента каждый шаг, каждое действие будет под жестким контролем, чтобы воплотить задуманное в реальность. В ту реальность, которая достигнута такими тяжелыми усилиями. Рина Цичоева, Магаз 24.